Творческий конкурс по экологии между учащимися школ республики был проведен в Абхазии впервые. Как отметили организаторы, мероприятие направлено на привлечение внимания к экологическим проблемам мира и нашей страны в частности. Впервые Министерство образования и науки проводит конкурс по экологии. Учитывая важность этой проблемы во всем мире, мы решили принять участие, повысить свои знания, чтобы сберечь нашу природу. В добрый путь, дорогие наши участники конкурса! Мы надеемся, что мы получим сегодня хорошие результаты, и вы будете участниками всего мирового глобального процесса, чтобы сохранить наш мир. Выступление команды оценивало жюри, которое возглавлял председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава. Конкурс состоял из 4 этапов. На первом этапе команды должны были представить эмблему и название. Жюри оценивало творческий подход участников, оригинальность, смысловое наполнение и креативность подачи. На втором этапе команды по очереди отвечали на вопросы, на обдумывание которых было отведено всего 30 секунд. За каждый правильный ответ команда получала 1 балл. На третьем этапе свои знания по экологии проявляли капитаны. В завершении конкурса команды должны были представить социально-экологическую рекламу, подготовленную заранее. Подготовка к конкурсу заняла очень много времени. Мы действительно старались. Я, правда, не знаю, что у нас получится, но я верю в свою команду и в своих учителей. Они действительно волновались за нас, и они действительно хотят, чтобы мы победили. Наша команда называется «Гармония», так как только в гармонии с нашей природой, которую символизирует кампануа или колокольчик удивительный, мы можем по-настоящему постичь мудрость природы. Узнали много нового, и мы очень рассчитываем, конечно, на победу. И хочется, чтобы в Абхазии чаще проводились такие конкурсы, ведь они сплачивают и есть стимул победить. Безусловно, подобные конкурсы воспитывают в детях бережное отношение к окружающему миру, учат юное поколение заботиться о природе и ценить ее. Впервые за послевоенный период конкурс по экологии, целью которого является прежде всего создание той среды, в которой дети смогли бы реализовать себя не только в сфере естественных наук, либо каких-то теоретических наук, а прежде всего это консолидация экологического воспитания. Чтобы дети смогли через эту призму конкурса воспринимать природу не в принципе как некий потребительский фактор, а прежде всего как ту возможность, которая обеспечивает сотрудничество природы и человека. В итоге после 4 этапов конкурса первое место заняла сборная команда Гудаутского района, на втором – команда Гагарского района. Третьего места удостоилась команда города Тхварчал. Победителям и призерам были вручены грамоты и памятные подарки. Саиджер Саля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.